Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. И вот о чем поговорим в этом выпуске. Айсен Николаев провел селекторное совещание по чрезвычайным ситуациям. Итогом разговора стало решение о создании нового департамента. Что еще обсудили и какова обстановка на сегодняшний день? Не оплатил коммуналку, на рейс не попадешь. В Нерюнгри более 600 человек должны принять для себя решение: либо оплатить ЖКУ, либо ограничиться отпуском без выездов с родных краев. Хотели как лучше, получилось как всегда. В Нюрбе решили восстановить памятную доску с именами героев, которую ранее сами же и закрасили. Какими добрыми побуждениями руководствовалась администрация, смотрите в этом выпуске. Сложная паводковая ситуация в Устьянске сохраняется. Село полностью затоплено. По данным диспетчерской службы, на 12 часов по местному времени уровень воды составил 11 метров 47 сантиметров, при критических 10 метрах 23. Лед стоит. В случае сохранения затора ожидается дальнейшее повышение уровня воды у Устьянска и подтопление пониженных участков местности. Об этом сообщает служба спасения. Напомним, в селе затоплено здание дизельной электростанции, в связи с чем в поселке нет света. В данное время в селе ожидается вертолет для эвакуации 18 человек. Сейчас угроза в том, что когда лед будет тронется, ледоход пойдет, вода начнет прибывать, увеличивается населенный пункт, поэтому угроза где-то примерно намечаем 50 сантиметров, метр повышения воды дополнительно сейчас. Вот, поэтому для страховки люди как бы эвакуируются в ближайший поселок Казачье. Сейчас в данное время происходит это. А в Доме правительства состоялось селекторное совещание по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня стояли вопросы о восстановлении поселков, пострадавших от наводнения, тяжелая ситуация на Колыме и Яне, а также пожароопасный сезон. Цитата: «В целом обстановка под контролем, серьезных аварийных ситуаций мы не наблюдаем, но работа должна продолжаться как федеральными, так и региональными и муниципальными властями». Об этом заявил в Рио руководитель региона Айсен Николаев. Стабильно тяжелая ситуация сложилась на Колыме и Вилюи, серьезный ущерб понесла Колымская группа районов. Также усложнилась ситуация в селе Устьянск. Лед стоит ниже поселка. Пострадали линии электро- и теплоснабжения. Людей эвакуируют, продовольствие доставляют на вертолетах. Также, по словам Николаева, работа по оценке ущерба идет недостаточно оперативно. Задача поставлена также по определению ущерба. К сожалению, здесь я хочу сказать, что в ряде муниципальных районов работа идет медленно. И в результате мы можем получить, скажем так, меньше, чем мы планировали на возмещение из федерального бюджета. Вот, поэтому дано поручение и правительству, и муниципальным районам эту работу усилить по проверке документов, по составлению документов, для того, чтобы качественная документация была подготовлена для предоставления федерального органа в МЧС для последующей компенсации. Это касается как и имущества граждан, так и, конечно, тех средств, которые мы должны получить на восстановление инфраструктуры наших сел и поселков. Также в связи с этим на совещании было принято решение возобновить работу Департамента местного самоуправления, администрации, главы и правительства Якутии. Временно исполняющим обязанности руководителя назначат Афанасия Владимирова. По словам Айсена Николаева, это будет одна из крупнейших и серьезных структур в администрации главы и правительства. Отмечаю, что в последнее время у нас несколько ослабло взаимодействие по линии правительства муниципальное образование. Чтобы эту ситуацию исправить, я принял решение воссоздать в структуре администрации главы и правительства департамент местного самоуправления. До конца недели такие решения будут приняты. Причем этот департамент должен быть одним из самых крупных и серьезных в нашей структуре администрации главы и правительства. Главная его функция будет представление и защита интересов муниципальных образований, консолидация органов местного самоуправления, сотрудничестве с органами государственной власти. Вилюйская ГЭС начала попуски воды с Вилюйского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба Якутскэнерго. Увеличение расхода обусловлено необходимостью обеспечить судоходные глубины для экспедиционного завоза генеральных грузов. Общий расход воды составил 1100 кубометров в секунду с последующим увеличением до 1500 кубометров. Продолжительность и последующий режим судоходных попусков через гидроузел определят Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от развития гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища.
Россиян ждет 6-дневная рабочая неделя и далее 3 выходных. День России выпадает на следующий вторник. В связи с этим выходными объявлены 3 дня. Это 10, 11 и 12 июня. Однако перед праздником россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Цитата: «Чтобы не разрывать выходные дни для работающих людей, правительство определило, что в выходной день, в субботу 9 июня, перенесут на понедельник 11 июня. Таким образом, россияне будут трудиться с 4 по 9 июня, а отдыхать с 10 по 12, говорится в сообщении на сайте Роструда. Сотням нерюнгринцев за долги закрыли выезд за границу. Более 600 абонентов теплосбыта из-за задолженности за потребленную теплоэнергию не смогут планировать отпуск по своему усмотрению. Из-за суммарных долгов в 36 миллионов рублей судебные приставы вынесли и передали в пограничную службу постановление об ограничении выезда неплательщиков за пределы страны. Чтобы вернуть право на выезд за границу, неплательщикам необходимо полностью погасить долг. При этом стоит учитывать, что запрет снимается не мгновенно, а в течение 10 дней. О запрете на выезд недовольственных плательщиков зачастую узнают только проходя пограничный контроль. Это связано с тем, что решения суда и исполнительные производства до ареста доставляются почтой, что занимает некоторое время. Также с сегодняшнего дня авиакомпаниям России официально разрешено отстранять дебоширов от полетов. Также закон предписывает законность пассажиров в черный список после дебоша на борту самолета и в дальнейшем отказывать ему в повторной перевозке. Решение о внесении пассажиров в такой список принимается руководителем авиакомпании или его исполняющим обязанности. Автоматически пассажир вносится в список на год, однако перевозчик его должен письменно уведомить о включении в черный список. Также в Воздушном кодексе описывается ряд ситуаций, когда авиакомпания не может отказать пассажиру в перевозке, а именно, когда на маршруте нет альтернативной авиакомпании или когда перелет – единственный способ добраться до пункта назначения. Также авиакомпания не может отказать пассажиру, который отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или же летит на похороны члена семьи или близкого родственника. На днях по инициативе Музея дружбы народов в Нюрбе провели мероприятие под названием «Оборона Нюрбы в летописи истории района». Главной же целью стало привлечение внимания к состоянию обелиска, посвященного обороне Нюрбы в 1922 году, и восстановлению имен участников на памятнике. К сожалению, имена красных дружинников были в свое время закрашены из благих намерений улучшения вида обелиска. Такие моменты истории района республики не должны предаваться забвению. В связи с этим на митинге администрация города Нюрбы был официально вручен полный список имен членов отряда Василия Наумова. Возродить вот этот вот обелиск, мы как бы проводим вот это данное мероприятие. Естественно, 22 год – это очень сложный период в истории страны, в истории нашей Якутии, в истории нашего района. И поэтому мы это должны сейчас, эту историю передать, ну как бы в таком объективном отношении нашей молодежи, нашим детям, учащимся. А в столице выявили лучших по стрельбе из лука. Накануне в парке «Лукодром» прошел открытый чемпионат и первенство города. 140 спортсменов продемонстрировали свою точность. В категории на 70 метров участвовали мужчины и женщины, а ветераны мужчины, юноши и девушки участвовали в компетенции от 30 до 60 метров. За призовые места представлены 13 номинаций классического и блочного лука. Победителям турнира вручили ценные призы, а также кубки, медали и грамоты. Были как бы подготовительные соревнования. Впереди у нас участие в первенстве республики с 12 по 15 число июня. Да? А затем сразу начинается чемпионат республики по стрельбе из лука. Пришлось напрячься. 2 дня длились соревнования. Первый день стартовый, и сегодня спарринги были. Вот по спаррингам все выяснилось. Буду стремиться к нормативу мастера спорта, повысить свой результат на максимум, стать чемпионом республики, поехать на Россию в следующем году. Еженедельно в Москве в крупных выставочных центрах проходят международные и всероссийские выставки и фестивали, а за последние годы многочисленными мероприятия отданы главные площадки столицы. Так, в 4-й раз книжный фестиваль разместил свои издания на Красной площади Москвы. С подробностями наш специальный корреспондент со столицы Наталья Сазонова.
Четвертый книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка, собрал под свои своды представителей 45 регионов. На территории в 23 тысячи квадратных метров, а это величина Красной площади, развернулись 13 тематических площадок и стенды российских издательств со 100 тысячами наименований книг. Нас, конечно же, интересовало республиканское издательство «Бичик». В этом году у нас огромным спросом пользовался тот проект, с которым мы очень долго работали. Это проект вице-спикера Ильтумяна Александра Николаевича Жиркова «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Вот эту книгу мы привезли, и не хватило до вот последнего дня ярмарки, все раскупили, и мы этому очень рады. Ну и наши другие книги тоже пользуются хорошим спросом. Скажите, а что вас привлекло вот на этом стенде? Я из Ямало-Ненецкого округа, поэтому национальные традиции пересекаются вот в области книгоиздания. Вот я просто смотрю, что интересно находится на вашем стенде. Для участников и посетителей были проведены встречи, авторские лектории, концерты и презентации литературных проектов. Бичик представлял свое издательство в национальном колорите, рассказывал о нашем северном крае, о мужественных людях, живущих в условиях вечной мерзлоты, которые впоследствии и становятся героями современных произведений. На Красной площади были представлены лучшие образцы художественной, научно-популярной, энциклопедической, учебной и детской литературы. Наше издательство вот, по итогам конкурса «Лучшие книги года России», который проводит Ассоциация книгоиздателей России, вот эта вышесказанная книга «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира» стала лауреатом этого конкурса. И еще одна книга «Исык Туймады» стал дипломантом. Книжный фестиваль еще раз доказал, что Россия – самая читающая страна мира. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.